Сталина пугал тот факт, что тюркские народы, которые составляют большинство населения Советского Союза, вдруг могут объединиться в свою отдельную федерацию. Поэтому срочно нужно было внести раздор между тюркскими народами и полностью уничтожить память об общем тюркском прошлом. В первую очередь нужно было фальсифицировать историю Золотой Орды и биографию Шингисхана. Однако для фальсификации тюркской истории и тем более биографии Шингисхана требовалась какая-то научная основа. И тогда вот для этой цели и решили использовать книгу Рашид ад-Дина. Сборник летописей, как неожиданно назвали книгу Рашид ад-Дина советские ученые, была провозглашена главным источником по истории Шингисхана. И тут возникает вопрос, а почему выбор советских историков пал именно на книгу Рашид ад-Дина? Это было не случайно. Дело в том, что изучив все имеющиеся древние рукописи по истории тюрков, советские историки увидели, что подделать их практически невозможно. А вот в книге Рашид ад-Дина советские историки нашли отрывки, где Шингисхан называется выходцем из тюркского племени могулов. В итоге было решено изменить слово «могул» на «монгол», так как нельзя было допустить связь Шингисхана с государством Моголстан или Могулия, так как оба этих государства, безусловно, были тюркскими. Монголами же при активной поддержке Советского Союза называли народ Халха, которому в 1924 году Кремль помог создать свое независимое государство. И самое главное, Халха относились к тунгуско-маньчжурскому языку и проповедовали тибетский буддизм. То есть и по языку, и по религии они были весьма далеки от тюрков. Вот поэтому книга Рашид ад-Дина и была выбрана для превращения Шингисхана в монгола. В 1936-39 годах был осуществлен перевод различных текстов из разных копий. Причем для перевода на русский язык отбирались только те фрагменты текста, которые можно было использовать для замены слова «тюрк» на слово «монгол». Также во время перевода изменялись названия местностей, рек, гор, причем меняли их таким образом, чтобы приблизить их к названиям местностей на территории Монголии. И самое печальное, что в переводе не участвовал ни один ученый-тюрколог. Переводами занимались только советские иронисты Аренц, Хетагуров, Смирнова, Верховский, Селезнев. И вот, когда в 1952 году Академия наук Советского Союза выпустила очередной перевод на русский язык фрагментов из книги Рашид ад-Дина, Петрушевский пишет к этому переводу большое предисловие. Подобно большинству своих современников, Рашид ад-Дин называет тюрками все кочевые скотоводческие народы Азии, как тюркоязычные, так и монголоязычные. И многие народности он именует то тюркскими, то монгольскими. Иначе говоря, у нашего автора тюрки термин не столько этнический, сколько социально-бытовой. То есть Петрушевский пишет, что Рашид ад-Дин, называя Шингисхана и его окружение тюрками, имел в виду не их национальность, а кочевой образ жизни. Глупее мысли, конечно, нельзя было придумать, но Петрушевский пошел на это, спасая свою жизнь.